Под звуки зажигательной лезгинки торжественно открылось одно из самых ярких событий уходящего года. Ингушетия уже в 5-й раз приняла международный кинофестиваль «Золотая башня». На ковровой дорожке публика вновь встречает известных актеров и деятелей культуры, среди которых народный артист России Алексей Булдаков и Ким Лаврентьев, заместитель председателя Союза кинематографистов страны. На звездной дорожке Юрий Чернов, советский и российский актер. В 5-м юбилейном кинофестивале по традиции принимают участие кинорежиссеры не только из России, но и стран дальнего и ближнего зарубежья. Как символ дружбы народов на сцене появляются флаги стран кинолент, представленных на фестивале. И для нашей республики, и для всего Северного Кавказа, и не только Кавказа, будет иметь, надеюсь, серьезное продолжение. И хочу поблагодарить прежде всего наших гостей, Клима Анатольевича, всех тех, кто стоял у истоков создания этого праздника. Важным, чтобы в течение вот этих 1,5-2 часов, что вы будете у нас в гостях, а мы будем у вас в гостях, чтобы вы получили радость, чтобы улыбка освещала ваше лицо, чтобы подольше вспоминали эту нашу встречу. У именитых артистов театра и кино богатая творческая программа. Стихи, монологи, старые, но всеми знакомые и любимые песни. По традиции, в рамках международного кинофестиваля «Золотая башня» в республике прошли бесплатные показы конкурсных лент. Посмотрел 2 короткометражных фильма. Один был про горный заповедник. Очень хорошая атмосфера там была. И второй про военного ветерана боевых действий, который воевал на Второй мировой войне. Мне все понравилось, не пожалел, что пришел сюда, всем советую. В рамках фестиваля также в этом году прошли встречи с известными артистами. Одна из долгожданных гостей – актриса Наталья Варлей, известная по фильму «Кавказская пленница». На Кавказе, как призналась актриса, она чувствует себя как дома. Вот когда вышла «Кавказская пленница», поскольку троица играла таких проходимцев, значит, они отрицательные персонажи. Этуш Сахов тоже отрицательный персонаж, и Фрунзе Мкртчян тоже отрицательный. А вот Нина, в каждой республике говорили «Нина наша». Фестиваль «Золотая башня» каждый год собирает в республике популярных отечественных артистов. В этот раз компанию Натальи Варлей составил актер театра сатиры, народный артист России Юрий Чернов. За 4 конкурсных дня на суд жюри были представлены 50 документальных фильмов. За главный приз статуэтки «Золотая башня» в номинации «Документальное кино» соревновались 28 кинокартин. Среди них и 4 киноленты наших коллег, журналистов национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Решением жюри НТРК присуждается диплом за вклад в развитие кинофестивального движения в документалистике на Северном Кавказе. Ну а лучшим документальным фильмом «Ингушетия» признана картина национальной телерадиокомпании «Ингушетия» «Завербованные». Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о буднях сотрудников правоохранительных органов, о том, как они возвращают людей, попавших в террористические группировки, к мирной жизни. Таким был 5-й юбилейный международный кинофестиваль «Золотая башня», который с каждым годом все более прочно занимает свое место в киноиндустрии. Занавес опустили под громкие овации зрителей и прощания. До новых встреч, но уже на 6-м кинофестивале. В 2019 году знаменитые актеры вновь соберутся на одной сцене, а национальная телерадиокомпания «Ингушетия» будет вас знакомить с яркими событиями. Рина Цычоева, Амина Бокова, Адам Далаков. Новости 24.